В Туркменистане продолжаются показательные военно-технические учения, организованные в соответствии с приказом президента страны и верховного главнокомандующего Гурбанкулы Бердымухамедова. По сообщениям прессы, учения начались внезапно, и их целью является проверка боеготовности туркменской армии. В состояние боевой готовности в экстренном порядке приведены пехота, военно-воздушные и военно-морские силы, а также войска ПВО. Об этом сообщило агентство ТАСС. Учения начались в минувшую субботу и сразу в нескольких регионах – Дашаугузе, Туркменабаде, Атамурате, Серхетабаде, Мары, Келята, Беректе и Туркменбаши. В учениях также приняли участие группы спецназа вооруженных сил страны и выполняли задачи в особых условиях – пустынной, горной местности и в лесных зонах, а также населенных пунктах страны. В ходе учений была организована работа Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства обороны Туркменистана. Причины такой крупной и внезапной акции руководством не оглашались. Напомню, что чуть более 10 дней назад в Таджикистане прошли самые крупномасштабные в истории российско-таджикского военного сотрудничества военные учения. В них приняли участие более 2000 военнослужащих. Следует отметить, что учения проходили в 15 километрах от таджикско-афганской границы, и их целью было отражение атаки бандформирований. Страны Центральной Азии обеспокоены обострением на афганской границе в связи с увеличением числа иностранных боевиков в афганских провинциях. Об этом также недавно заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов. Ситуация с безопасностью в северных провинциях Афганистана стремительно деградирует. Боевики закрепляются на территориях и в населенных пунктах, граничащих с Туркменистаном и Таджикистаном, что, естественно, вызывает напряженность по обе стороны границы, рассказал Замир Кабулов. Мы связались по телефону с журналистом из провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном, Асадло Тимуром, который описал сложившуюся ситуацию. Безусловно, в последнее время очагом напряженности стали провинции Тахар, Кундуз и Баглан. Среди населения движение «Талибан» было наиболее известным, нежели другие. Кроме талибов, в провинциях Кундуз и Бадахшан ИГИЛ был наиболее известной группировкой. Но в последнее время они становятся еще более активными в нашем Тахаре, на границе с Таджикистаном, благодаря своим насильственным действиям против правительственных войск, против населения. В Талукане правительственные силы провели спецоперацию против этой группы и задержали несколько ее сторонников. Но мы очень обеспокоены активностью этой группы в провинциях Кундуз и Бадахшан, которые граничат с Тахаром и находятся на приграничных районах с Таджикистаном. Среди них есть боевики из Узбекистана и таджикистанцы. Мы считаем, что правительственные силы должны начать крупномасштабные операции по их задержанию и обезвреживанию. Для того, чтобы выяснить, насколько реальна вероятность того, что боевики начнут атаковать границы Центральной Азии, мы связались с политологом Аркадием Дубновым и военным экспертом Халмурадом Суюновым. Здравствуйте, коллеги. Вот мой первый вопрос такого плана. Все сейчас говорят об ухудшении ситуации на границе между Афганистаном и центральноазиатскими странами. В частности, речь идет о Таджикистане и Туркменистане. Но, с другой стороны, говорили об этом еще и полгода назад, об иностранных боевиках, которые появляются в провинциях Афганистана, граничащими с Центральной Азией. Что изменилось сейчас? Почему об этом стали говорить больше? Думаю, что ситуация изменилась потому, что налицо организованные попытки переброски боевиков, пока не очень точно известного происхождения, из зоны племен, из границ Афганистана с Пакистаном, короче говоря, из юго-востока Афганистана к северным провинциям афганским, близким к границам стран Центральной Азии. А знаем ли мы что-либо о количестве этих иностранных бойцов и кому они принадлежат? Они воюют вместе с Талибаном или все же они так называемое исламское государство? Понимаете, официальные или неофициальные источники, в частности, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов утверждает, что это игиловцы. Некоторые руководители местных властей в Афганистане говорят то же самое. Я бы не спешил подтверждать эти сведения, поскольку ИГИЛ – это некая условная, конструкция, к которой могут присягнуть в Афганистане другие боевики в расчете на финансирование. Известно другое, что среди этих боевиков мало арабов,
но очень много выходцев из стран Центральной Азии и России. Ну, о приблизительном количестве мы имеем хоть какое-то понятие? Чего нам опасаться? Я думаю, что если мы скажем, что их несколько сотен, это будет правда. Ни в коем случае их не больше, чем, может быть, там 1000 в общем по всем лагерям. Спасибо, Аркадий. У меня теперь вопрос к Хулмураду. Хулмурад, вы как военный эксперт и сами из Туркменистана. И Туркменистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Насколько, вы думаете, власти этой страны готовы отразить возможную атаку таких боевиков? По оценкам военных экспертов, самое слабое звено в Центральной Азии в военном отношении – это Туркменистан. Я, пожалуй, соглашусь с этим мнением и добавлю, что я согласен с тем, что сказал сейчас Аркадий. На самом деле, вот количество этих боевиков, которые сейчас находятся на той стороне или у границ расположены Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, ну, может до 1000 человек. Откуда взялись среди боевиков или игиловцев, скажем, туркмены по национальности? Раньше их не было во времена Ниязова. Они появились позже, когда во времена Бердымухамедова. И как они туда попали, очень просто это объясняется через Турцию, куда туркменам был открыт въезд на работу, на рабочую миграцию, а оттуда, видимо, их привлекли туда деньгами или я не знаю, каким там. Вот поэтому... Хулмурад, извините, я вас перебью, но вот видите, вы говорите всего 1000 человек, Аркадий говорит 1000 человек, но это дело же здесь не в количестве, а в качестве. Это же 1000 человек хорошо оттренированных бойцов, у которых есть большой опыт боевых действий, в отличие от армии Центральной Азии, которые, в принципе, учатся только на военных учениях. Я согласен с вами. Они не смогут противостоять этому злу или скажем, этой силе, которая оттуда пойдет. Потому что я наверняка сейчас думаю, уже внутри Туркменистана тоже созданы какие-то сети, ячейки, которые ждут своего часа. Вы говорите о том, что в Туркменистане, который наверняка одной из самых контролируемых стран Центральной Азии, могли образоваться ячейки подпольных исламистов. Я вас правильно поняла? Вы меня правильно поняли. Власти Туркменистана контролируют только денежный поток от нефти и газа и от полезных ископаемых подземных или поверхностных. Они это контролируют до последней копейки. Но они не могут контролировать, что происходит внутри общества. Аркадий, у меня к вам вопрос. Ну вот в Узбекистане такая же ситуация, и уже несколько раз была попытка боевиков прорваться в эту страну по горам через территорию Таджикистана и Кыргызстана. Вот сейчас это опять может повториться, или все-таки это может как-то предотвратить и сделать так, чтобы эти боевики остались внутри Афганистана? Я думаю, что Хулмурад прав в том смысле, что нам опасаться действительно стоит смычки спящих групп, которые находятся уже на территории стран Центральной Азии, в первую очередь Таджикистана и Туркмении, и не исключено, что где-то на юге Киргизии также. Не думаю, что такого же рода ситуация существует сегодня в Узбекистане на территории. И я могу сказать, что вряд ли характер каких-то инцидентов либо вооруженных столкновений будет сильно походить на какое-то вторжение из-за границы Афганистана. Внешнего вторжения, которое могло бы стать поводом для вмешательства сил ОДКБ, скорее всего, не будет. Мне кажется, проблема сегодня больше в нестабильности внутри Афганистана, нежели в угрозах из Афганистана странам Центральной Азии. Она есть, но она не столько масштабная, как ее рисуют. Большое спасибо, Аркадий, большое спасибо, Хулмурад, за ваше время и за прекрасные ответы. Вы как раз все расставили по своим местам.